Короткие новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Представители агентства Туркмендемир-Лары и компания «Российские железные дороги» на встрече в Ашхабаде обсудили запуск электропоезда между туркменской столицей и новым городом Аркадак. Между тем в регионах некоторые железнодорожные ветки много лет остаются заброшенными. О запуске экспресса Ашхабад-Аркадак, который будет преодолевать 30 километров за 18 минут, впервые было объявлено весной прошлого года на конференции под названием «Международные транспортно-транзитные коридоры. Взаимосвязь и развитие». На этом же мероприятии озвучивались и другие моменты, включая развитие регионального сообщения. Однако теперь, почти год спустя, на новой встрече российских и туркменских железнодорожников всерьез обсуждается лишь упомянутый экспресс. При этом, например, в Дашогузе сейчас полностью отсутствует пригородное сообщение. Из областного центра можно уехать на поезде только в Ашхабад, хотя с советских времен осталась обширная сеть железнодорожных путей. Благодаря этой сети граждане могли бы ездить из Куня-Ургенча до Этрапа Сапар-Мурата Туркменбаши. В Лебабском вилаяте простаивают линии Туркменабад-Фараб и Талимарджан-Килиф, в Ахалском – это линия Тиджен-Сирахс. В Марыйском вилаяте между Мары и самой южной точкой страны, Серхетабадом, ходит лишь один поезд – Серхетабад, Мары, Ашхабад. Он ходит раз в сутки, не покрывая потребности населения. В Балканском вилаяте единственной связью с остальной страной вообще является рейс Туркменбаши, Ашхабад. А между соседними Лебабским и Дашогузским вилаятами прямое железнодорожное сообщение отсутствует по той причине, что власти Туркменистана не хотят запускать поезда через Хорезмскую область Узбекистана. По телевидению можно сколь угодно говорить о братских отношениях, но железнодорожный транзит – это, с точки зрения властей, чрезмерное сближение. Тем более, что даже с грузовым транзитом через территорию Туркменистана у соседнего Узбекистана возникает немало проблем. Неиспользуемые железнодорожные пути разрушаются и часто не подлежат восстановлению. Еще в 2020 году японская компания Oriental Consultants Global по заказу правительства Туркменистана провела диагностику и установила: грунт под путями растекается из-за отсутствия дренажа, а шпалы и рельсы повреждены. Даже на действующих путях скорость движения ограничивается 30–50 км в час, как в XIX веке. Ни один километр пути не электрифицирован. В итоге японцы выставили смету, исходя из вариантов модификации путей, от 5 миллиардов 300 миллионов до 10 миллиардов 200 миллионов долларов. На этом сотрудничество и завершилось. Зато через 3 года, уже после пандемии COVID-19, стартовали переговоры с российскими железными дорогами. Но, как можно видеть, и из этого власти Туркменистана стремятся вывести лишь красивый имиджевый проект с экспрессом Ашхабад-Аркадак. Если проект реализуют, то это будет единственный электрифицированный участок путей в стране. В Аркадаге пока, мягко говоря, не наблюдается изобилие жителей. Да и преодолеть 30 километров на машине не так уж сложно. Гораздо логичнее было бы выделить средства на запуск пригородных поездов в тех населенных пунктах, которые годами буквально изнывают в изоляции. В городе Шатлык Марыйского вилаята готовится к открытию мечети, которую первоначально планировалось достроить еще осенью. От новой мечети уже отвезли строительный кран, ведутся последние работы. Одновременно местные власти занялись благоустройством прилегающей территории, но так, как они это понимают. Источники Туркмен Ньюс сообщают: местные коммунальщики начали охотиться за бездомными собаками и сносить огороды жителей. Больше всего пострадали люди, проживающие в домах рядом с самой мечетью и вдоль дороги на пути к ней. Их огороды, гаражи и изгороди из маклюры сочли неэстетичными. Коммунальщики сносят все под корень. Собак в шатлыке пытаются ловить сетью, которую выбрасывают из автомобиля. Тех, кого удалось накрыть, насмерть забивают лопатами. Местные жители отмечают, что, к счастью, собаки уже знают эту машину и заранее разбегаются. Проводятся и иные работы. Так, между полосами на дорогах ставят отбойники, а в пустыне высадили 30-сантиметровые саженцы деревьев. Очевидно, что ни одно деревце не приживется, считают наблюдатели, так как саженцы просто понатыкали в песок. Стало известно, что культовое сооружение могут назвать в честь президента Сердара Берды Мухамедова Сердар Хаджи, который лично прибудет на открытие.
У вас есть интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.